Александр Вячеславович, расскажите, пожалуйста, о программе технической поддержки Киргизии. Что уже реализовано в этом году? Мы в марте 2023 года, мы встречались уже в Бишкеке. Мы киргизской стороне вручили 40 автоцистерн пожарных тяжелого класса. Если телезрители были внимательны, они видели нас на одной из центральных площадей города Бишкека. Это то, что касается первого этапа. И в рамках второго этапа сегодня мы передаем вот этот красавец-вертолет российского производства Ми-8 с возможностью работы в высокогорье. На нем есть вся необходимая техника, в том числе и для пожаротушения. Есть водосливное устройство, которое поднимает единовременно 5 тонн воды. И плюс, вот вы можете даже сейчас увидеть за моей спиной дополнительные баки, системы противообледенения, в том числе и лопастей. В общем, все предусмотрено для работы в высокогорье. Скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что это было поручение президента передать этот вертолет? Абсолютно, да. Все это, конечно же, сделано по указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации. Абсолютно. Спасибо большое. И в каких еще направлениях организовано сотрудничество России и Киргизии по линии чрезвычайных ведомств? У нас в этом году и были запланированы немало работы в рамках планов совместно с Кыргызской республикой, с МЧС Кыргызской республики. В Санкт-Петербургском университете учатся около 60 студентов и курсантов Кыргызской республики. Мы на базе Санкт-Петербургского университета провели дополнительно подготовку, как подготовку, так и переподготовку курсантов и офицеров по направлению нефтегазовой отрасли. И в том числе по тушению нефтегазового направления. В том числе мы работали еще и совместно по пожарным лабораториям. Мы собирались по инициативе киргизской стороны здесь, в Бишкеке. Наши сотрудники приезжали и работали по лабораториям противопожарным. А также волею судьбы участвовали в совместных мероприятиях международного характера в ликвидации землетрясений в Турции плечом к плечу с киргизскими товарищами. Наши сотрудники участвовали, это можно было тоже видеть при совместной работе по телевидению. А то, что касается спасения наших граждан при восхождении на пик Победы, мы очень благодарны спасателям, которые участвовали в этой спасательной операции. И все, что касается отношений киргизского МЧС и с МЧС России, все в русле добрососедства, добра и взаимной поддержки. Спасибо. И вот нефтегазовый сейчас перенапишем, да? Да. Значит, правильно ли я понимаю, что на базе университета ГПС МЧС России проходил курс по подготовке специалистов для тушения нефтегазовых хранилищ? Абсолютно верно. Наши специалисты с огромным удовольствием делятся тем, что у нас есть хорошие наработки в рамках методик по тушению газовых и нефтяных хранилищ, и в том числе газопроводов. Спасибо. Спасибо.